Дорогие телезрители, я приветствую вас на канале Якутия-24. С вами выпуск программы «Испытано на себе». И сегодня я буду пробовать себя в профессии сотрудника органов внутренних дел, а именно инспектора ГИБДД. Ну и по такому случаю хочу познакомить вас с прекрасной девушкой. Представьтесь, пожалуйста. Так, я являюсь старшим инспектором группы пропаганды столичной госавтоинспекции, капитан полиции Охлопкова Владилена Геннадьевна. Мы занимаемся в основном профилактикой безопасности дорожного движения. Это значит, охватываем детские садики, общеобразовательные учреждения, дополнительное образование, плюс к этому учреждения, организации, да? И проводим всякого рода акции, мероприятия, все, что касаемо безопасности дорожного движения. Также очень тесно сотрудничаем со СМИ, это телевидение, это радиовещание, ну и освещаем про произошедшее ДТП, причины их, из-за чего все это случилось, да? Вот. Ну и напоминаем о соблюдении правил дорожного движения, призываем всех участников, что это все пункты дорожных правил, это для сохранения их здоровья и жизни. Да, это очень здорово, да, очень в основном, важно и полезно. Да, в основном этим и занимаемся. Здорово. Вот вы заговорили про образование, упомянули, да? Стало интересно, чтобы быть сотрудником ГИБДД, да, какое образование нужно получить? Самое главное – это юридическое образование. Юридическое, ну и автодорожный факультет, там именно техническая сторона, тоже подходит, чтобы стать инспектором ГИБДД. Если брать в целом работу сотрудников, то правильно ли я понимаю, что львиная доля времени бросается именно на предупреждение ДТП? Да. Да? Ага. Вот то, что инспекторы каждый день, 24/7, и в снег, и в стужу, и в зной, и в холод, да, и в жару выезжают на дорогу, они вот этими занимаются профилактикой, предупреждением, уменьшением, да, роста количества дорожно-транспортных происшествий. Вот обычно люди думают, вот остановили, да, думают, что только для проверки. Нет, это и есть профилактика. Останавливают, проверяют, да, что-то выявляют, даже если не выявили, они с ними разговаривают, да, что будьте осторожны, ремень обязательно, чтобы закрепились ремнем безопасности обязательно. То есть профилактика – это ежедневная с утра и до вечера, потом с вечера до утра – это ежедневная профилактика. Так, я смотрю, у вас здесь подготовлен жилет, подозреваю, что это для меня. Да, это для вас, это для вас, Татьяна. Да, а со скольки начинается рабочий день у сотрудников? Ой, у нас начинается с 7 утра. С 7 утра. С 7 утра это значит, мы приезжаем, вооружаемся, но до этого еще, они же на машинах патрулируют, да, поэтому с утра с 6, с 5:30 они выезжают в гараж, там смотрят техническое состояние автомобилей, да, автопатрулей, вот, а потом уже приезжают в отдел, сначала надо замок, да. Замком, так, а потом приезжают в отдел, в отделе они вооружаются, потом проводится развод, это значит инструктаж, потом там же командир и дежурный, да, которые сутками дежурят, да, сидят на дежурстве, это вот дежурная часть. Вот. Они доводят, какие вот ДТП произошли во время этих суток, да, вот. И там общая полицейская информация тоже доводится до инспекторов. То есть кто-то ушел из дома, это обычно бывает дети несовершеннолетние, да, плюс к этому, ну все. Кто-то там угон машины, марка машины, модель, вся информация по преступлениям, которое произошло за сутки в городе Якутске, все это доводится до инспекторов. Вот. А потом уже выезжают на дорогу. Собственно, для проверки, для патрулирования, для проверки документов, для профилактики проведения и для того, чтобы все участники дорожного движения соблюдали дорожные правила. Так, собственно, чем мы сейчас и займемся. Да? Ну, давайте. Давайте пройдемте. Вот у нас уже инспектор остановил машину.
Так, мы сейчас находимся, да, вы правильно поняли, это площадь Победы. И сейчас вот ведется остановка транспортных средств для проверки документов. Я в том числе буду сейчас это делать и надеюсь, что мне удастся пообщаться с водителями и задавать им тоже какие-то вопросы, быть может, им что-то интересно узнать у сотрудников. Будем сегодня общаться. Испытано на себе. Так, останавливаем автомобиль. И здороваемся, приветствуем, да, потом... Что нужно сказать, как поприветствовать себя? То есть нужно сказать фамилию обязательно? Обязательно фамилию, звание. Вот, например, сейчас я подошла. Да. Ага, здравствуйте. Старший инспектор группы пропаганды, капитан полиции Хлопкова. Можно, ну, обычно говорим только фамилию, да? Ага. И уже говорим, почему остановили, да? Для чего остановили? Ну, в моем случае это бывает обычно профилактика, да? То есть я им озвучиваю, что я сегодня здесь делаю. Например, сегодня у нас проводится акция, да? Осторожно, там пешеход и тому подобное. Ага. И в это время, пока я разговариваю, да, другой инспектор проверяет документы. Вот. То есть причину остановки мы обязательно называем? Обязательно называем, обязательно. Почему остановили? Ага. Если вот большой груз, у каждого инспектора, ну, в автопатруле, в машине, да, есть планшет. То есть и по этому планшету проверяют всю вот эту вот документацию, то есть водительские права туда вносят, забивают, и там вся история вот по этому водителю, по транспортному средству, все высвечивается, все выходит, сколько правонарушений. Водитель оплатил, нет штрафа, да? Вот, если не оплачено, а срок прошел, там уже другая статья, 20.25, да? И потом начинается вот цепочка разбирательств. Понятно. По документам мы смотрим водительское удостоверение. Водительское удостоверение, регистрационные вот эти вот документы, да? Плюс к этому страховой полис, ОСАГО полиса обязательно смотрим. Срок, вписан ли водитель, чей автомобиль, да, вот, и, ну, все, что касаемо, все вот это вот. А при обнаружении какой-то либо, ну, вот, чего-то не достает из документов, да, либо не продлен полис, да, ОСАГО страховой, что? Уже все административное правонарушение. Административное право, то есть выписывается штраф, грубо говоря, верно, да? Да. Ага, то есть документы мы посмотрели. Скажите, а имеет ли право водитель попросить документ у сотрудника для того, чтобы убедиться? Да, имеет право, мы показываем. Да? Он тоже имеет право попросить документ. Имеет право. Хорошо, интересно. Вот в данном случае большой груз, а документы на чек, может быть, квитанцию какую-то на товар, тоже, который да, перевозится, да, тоже запрашиваем, да, имеем право посмотреть? Тоже проверяют, все проверяют. Большие грузы, вот эти вот микроавтобусы Хайсы, большие грузы, там все вот это вот проверяется. А еще мне вот очень интересно, по какому принципу мы выбираем автомобиль, который будем останавливать? Кстати, вот знакомые, да, у меня подруг-то много, и они вот говорят, вот как они прямо узнают, что именно в этот день я в другой сумке оставила водительское удостоверение? Как они вот узнают? Но тут могу сказать, что каждый инспектор, да, он как бы психолог. Человек, который знает, что у него что-то нарушено, да, то есть там какие-то документы забыл, да, или вот как девушки говорят, не в той сумке оставила, да, он как-то себя ведет подозрительно. Да, подозрительно. Ага. Начинаются какие-то лишние телодвижения, да, или он как-то вот весь такой зажимается, да, останавливаешь, а весь такой вот зажатый сидит, ага. Вот. Но каждый инспектор, он в своем роде психолог. Так, вот так, дорогие телезрители, инспектора ГИБДД не обманешь, поэтому пусть ваши документы будут всегда в порядке. Ну и помимо этого, как бы, да, если вот не с психологической точки зрения, мы визуально еще, наверное, выявляем какие-то, ну, нарушения, да, грязные номера. Грязные номера, там какая-то лампочка не горит, да, ага. Вот это все выявляется. Испытано на себе.
А по статистике у нас в городе где чаще всего происходят ДТП? Но это все-таки центровые. Это все-таки улицы, которые находятся в центре. Это Дзержинского, это проспект Ленина, это вот Хабарова, Губина. Вот эти вот. Больше всего все-таки дорожные происшествия происходят в центре. Потому что большое скопление количества машин, автомашин, пешеходов. Ну и поэтому, соответственно, больше происходит в центре города. Интересно, да? Казалось бы, там и ограничения по скорости стоят, да? Нет такого чувства, что это происходит из-за того, что наши водители, к сожалению, плохо знакомы с правилами дорожного движения? Я бы сказала, они знакомы с правилами, да, но у водителя, вот, например, по истечении там 2 лет, 3 лет, ну это вот я говорю с точки зрения своей практики, да, вот как я сама вот вижу, да, как я вот когда релиз печатаем, да, когда ознакомливаемся с каждым ДТП, да, это вот мое личное наблюдение, то, что вот через некоторое время водитель после получения водительских прав, после того, как уже начал вот ездить по городу, у него какая-то самоуверенность приходит, просыпается, не знаю, как это можно сказать, не уверенность, а самоуверенность. То есть они даже вот во время гололеда, они очень самоуверены в том, что они успеют остановить свой автомобиль, даже перед пешеходным переходом. Вот. И во время гололеда это очень сложно сделать, да? Тут нужно быть уверенным и все-таки соблюдать вот эти правила, да? Вот это именно их самоуверенность вот мешает. Мешает вождению, мешает тому, что вот, соблюдению, что ли, скажем, вот этих дорожных правил. Такой парадокс, да? У людей с большим опытом как-то засыпает бдительность, да? Да, такое тоже есть, потому что попадаются в дорожные происшествия, попадаются водители с очень большим стажем. То есть это 20 лет, это 30 лет, да? Вот. Видать, у них вот это вот и пропадает. Опять-таки, вот это та же самая самоуверенность просыпается, то есть она уже давно проснулась и никак не засыпает, скажем так, да? Вот. А нужно быть просто уверенным и спокойным. И еще мешает то, что все куда-то спешат. Будь это водители, будь это пешеходы, да? И перебегают дорогу в неположенном месте, да? И даже по пешеходному переходу, когда начинают переходить пешие участники, они конкретно не убеждаются, что автомобиль не остановился. То есть колеса крутятся, но и не надо переходить. Возможно, что водитель попытался остановить, да, а машина не остановилась, потому что при гололеде увеличивается, тормозной путь увеличивается, и вот они, получается, накатом и задевают пешехода. А пешеход тоже спешит, он остановилась, не остановилась, он начинает переходить дорогу. Не переходить, а иногда перебегать. Бывает так, что перебегая, они, поскользнувшись, падают, и при этом машина их задевает. Такие случаи есть. А как работать, вот, точнее, как работаете, да, с пешеходами в плане профилактики? С пешеходами проводится, специально для них проводятся профилактические мероприятия «Пешеход» или «Осторожный пешеход», или «Внимание на дороге пешеход». Ну вот под разным названием, но это касаемо именно для пешеходов. То есть опять-таки выходим, патрулируем возле пешеходных переходов в пешем порядке. Обычно выходим возле общеобразовательных учреждений. Там даже в день по 3 раза выходим. То есть утром, когда они приводят детей, да, или дети приходят в школу, днем, когда вот первая смена заканчивает, уходит, а вторая смена только приходит, да, и вечером, когда вторая смена уже уходит из школы, заканчивает, да, вот учебный процесс, и они все направляются домой. И в это время вот в пешем порядке мы стоим возле пешеходных переходов и разговариваем. Вот именно когда вот такие мероприятия проводятся, да, пешеходы как-то они, ответственнее, что ли, дисциплинированнее, что ли, становятся, да. Вот наезды как бы уменьшаются.
Ага. Но опять-таки постоянно, ежедневно, на постоянной основе мы так патрулировать тоже не можем, да, потому что есть специальный автопатруль, да. Разметка на пешеходном переходе специально для нас с вами, пешеходы. Поэтому обязательно, да, выявляем визуально, где пешеходный переход, и идем до него. Перебегать не стоит. Кстати, если говорить про разметки, я замечаю, что у нас почему-то разметок очень мало. Разметки есть, но они вот в зимнее время, они как бы изнашиваются, да? Ага. Ага, они изнашиваются. И сейчас вот, когда и талые воды пройдут, да, и все вот это вот, и гололед пройдет, да, начнут опять все эти разметки. То есть, конечно же, они ежегодно обновляются, Да, но просто наша обновляются, беда да, в том, что да, они да, быстро да. стираются, да? У меня всегда вот с собой такой пакет, файлики. И каждый раз, когда я куда бы я ни пошла, я постоянно вот такие вот материалы с собой вожу, да. Тут и на скорость, и на обгон, и для пешеходов, вот, для пассажиров, по световозвращающим элементам, да, для детей вот такие вот закладочки. А вдруг дети попадутся, пешеходы, да, все, я их останавливаю, начинаю с ними проводить профилактику и вручаю, спрашиваю иногда, как тестирование, как викторина, спрашиваю несколько вопросов задаю, да, и когда они хорошо отвечают, я им такие вот дарю. Серьезный Плюс к этому, подход, да, очень приятно. да, плюс к этому мы еще не только по профилактике БДД проводим, да, у нас еще и мошенники. То есть вот по мошенникам тоже работаем, по телефонным мошенникам, да, то есть каждому водителю вручается вот целый вот пакет материалов таких тематических, на разные темы. Очень здорово, да? Поэтому я без этих вообще никуда не выезжаю. Слушай, повезет тому, кого вы остановите, да, потому что будет чем заняться, почитать очень полезную информацию. Испытано на себе. Как к вам обращаться? Давайте представимся. Старший инспектор отдельного инспектора батальона Журков. Очень приятно. Так, я Татьяна, и сегодня я вместе с вами буду инспектором ГИБДД. Будем сейчас останавливать, да? Давайте сначала вы, я посмотрю, а следующую машину уже я посмотрю. Повторяй за ним, Татьяна, Да. повторяй. Так, хорошо. Ну что ж, все в порядке, да? Да. С документами и прочее. Хотела бы у вас спросить, чем отличается осмотр от досмотра? Осмотр – это визуальный осмотр. Досмотр – там уже протокол. Сами уже. То есть визуально вы смотрите машину, да, Да, скажем да, так, что да. внутри машины, да? Да. А досмотр, Это уже доскональный досмотр. досконально, то есть инспектор открывает багажник. Да, сами открываем, составляем протокол досмотра и все обыскиваем. Ага, Досматриваем. подскажите, а для этого необходимо наличие понятых? В соответствии с пунктом 6 статьи 25.7 производится видеозапись, носимая видеорегистратор. А, то есть как бы нет необходимости, да, кого-то да, приглашать? да. Вот эта первая машина серая. Серая. Сначала так, а потом сюда, да? Ага, так. Здравствуйте. Остановка для проверки документов. Предъявите, пожалуйста. Так, здесь, ага. Обращаю внимание на даты, да? Сверяю. Мгм. На фотографии. Мгм. Есть страховой полис. Так, и страховой полис. И номера сверяете регистрационные. Сперва смотрите на собственника транспортного средства. Угу. Гаюрова Елена Петровна. Так, все верно. А водитель Джабборов. Значит, он должен вписан быть в Да, страховку. обязательно. Да, все верно, все правильно. Ага, ага. Счастливого пути! Так, ну что ж, мне понравилось. Когда Останавливать. сверяешь, да, так все как бы четко, документы все в порядке, очень приятно. И вообще, мне кажется, очень дисциплинирует водителей, да, Да. такие вот проверки. Испытано на себе.
про жесты регулировщика. Многие не понимают их просто, не могут вот правильно распознать, и зачастую из-за этого долго, да, ну вот, затягивается движение. Давайте вот сегодня покажем нашим телезрителям, объясним еще раз для закрепления, да, чтобы все прекрасно уже понимали, научились и разбирались. Первый жест регулировщика – знак внимания. Второе движение. Значит, транспортные средства должны ехать с той стороны и с этой стороны. Куда? Сюда. То есть все машины, которые стоят позади вас? Которые стоят спереди и сзади, должны остановиться. Ага. Должны идти вот с левой стороны и с правой стороны. Все понятно. После каждого движения регулировщика обязательно должен делать знак внимания. То есть это знак того, что сейчас поменяется... Рефлекционное движение. Знак. Значит, транспортные средства должны ехать в прямом направлении и в этом направлении. Так. Так. Все. 3 жеста регулировщика. Все. То есть все машины, которые стоят, ну, как бы смотрят на спину, да, получается, они стоят? Да, со стороны спины. А те, кто стоят спереди, да, вот, они уже внимательно смотрят на ваши указания. Да. Да. Правильно. Теперь понятно. Вы. Давайте, хорошо. Внимание. Внимание. Теперь пускаем эти полосы. Значит, руки должны быть... Эти полосы пускаем, значит, руки разводим в стороны. Да, жезл чуть прямее. Вот. Жезл прямо. В таком положении едут машины справа от меня и слева от меня. В любом направлении. Да. Да? Но со стороны спины и спереди у вас запрещены с груди. Да, да. А пешеходные переходы в этот момент? Пешеходный переход, если движение пошло, значит пешеход уже может переходить проезжую часть. Потому что у вас с той стороны нету помехи, с этой стороны помехи нету. Так, хорошо. Далее. Далее делаем знак внимания. Внимание. Одну руку вперед. Вперед, поворот. Вторую сюда. Значит, машины идут у вас вот так. И вот так. Революционное движение у вас получается. Поворачивает. Так. Понятно? Сейчас разрешен поворот для вот крайней правой полосы, получается, да, разворот. Да. И все. И с той стороны. И отсюда могут поворачивать направо. Да. Да? Да. Все, понятно. И третий. Все? А, это было 3. Да. Да. И теперь знак внимания. И теперь знак внимания. Все. Теперь ты настоящий регулировщик. Собственно, вот были 3 основных движения, да, с помощью жезла, который каждый водитель, да, и пешеход тоже должен знать, потому что регулировщик управляет не только транспортными средствами, но еще и пешеходами, да, как мы уже услышали. Не управляет, а регулирует. Регулирует. Вот. Испытано на себе. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Ющенко. Предъявите, пожалуйста, документы. Как-то так. У нас съемка телепередачи, осмотр документов для профилактики. Хотелось бы у вас узнать, как часто вас останавливают сотрудники? Не часто? А нарушаете? Бывает? Нет? Так, это водительское удостоверение. Также нужен документ на транспортное средство и страховой полис. Онлайн? Да, хорошо, показывайте онлайн. Как раз вопрос, подходят ли онлайн документы в онлайн формате? Подходят. А если онлайн и, значит, с собой нет оригинала, мы как бы все равно принимаем, да? Тогда можно. Угу. Так. До 15 марта 25-го. Все в порядке. Угу. Угу. Все верно. Ага. Так, у вас все хорошо. И профилактику. Мы вам вручаем вот такие буклеты. Угу. И возвращаю вам ваши документы. Также не могу не спросить, штрафы. Приходится ли вам их оплачивать? Нарушаете ли вы, что вам приходят штрафы? Бывает? Бывает. Бывает? Редко, конечно. Так, а если вот интересно посчитать, сколько вы за свой водительский опыт, да, оплатили штрафов? Не считали никогда? Стаж у меня маленький, поэтому
Маленький? Ага. Ну, желаем вам не получать штрафов, не нарушать. Счастливого вам пути. Хочу сразу спросить, пока, да, мысль в голове. Первые действия при ДТП. Что вот должен водитель сразу сделать? Так, остановился, да, ДТП уже случилось. Выйти, сначала поставить знак. Это самое главное, да? Потому что когда мы приезжаем, обычно иногда знаков не бывает. И да, это тоже административное правонарушение. Плюс к этому обычно это на трассе, например, вот на большой скорости едут, да, там ДТП случилось, знака нету. И они тоже могут совершить наезд, столкновение с уже состоящей машиной, которая стала участником, да, стала участником ДТП, да. Так, потом позвоните, если есть травмированные, тогда позвоните в скорую медицинскую помощь и в ГИБДД. И если есть нуждающиеся в первой доврачебной помощи, это обязательно оказать первую доврачебную помощь. Но опять-таки до приезда, например, сбили пешехода, до приезда скорой помощи желательно их не трогать, да, если вот человек лежит, сидит, потому что, ну, не знаем, какая у него там травма. А если такая ситуация, что случилось ДТП, но водители обоюдно решили как-то, да, на месте этот вопрос, сфотографировали? С 4 сторон. Да. Фотографировали с 4 сторон. Ага. Желательно все равно найти свидетелей, обменяться телефонами. Но иногда бывает так, что нет, лучше все-таки или комиссара вызвать, или вызвать ГИБДД. Потому что бывают такие случаи, что вроде бы договорились, и потом через несколько дней приходит и пишет заявление. Таких случаев много. То есть лучше такого не допускать, да? Не допускать, лучше обратиться или через комиссара все это оформить, или через сотрудников ГИБДД. А также мы разговаривали по поводу осмотра, точнее досмотра, и я вот забыла спросить у вас, что должно быть обязательно в багажнике? На что обращаем внимание? У водителя? Да. Все. То есть аптечка, огнетушитель, ключи. Ну, конечно, сначала у водителя должны быть и документы на машину, да. Вот сейчас проверяли, все эти документы должны быть. Плюс к этому, если перевозка там групп детей, пассажиров, то там еще дополнительная документация должна быть, да. Если каких-то там, ну, вещи, грузоперевозка, да, вот, а тогда документы и на это. И потом, ну вот, как сказала, аптечка, огнетушитель, знак аварийный, вот это все должно быть у водителя. А также жилет, со светоотражающий жилет, да, потому как в темное время суток, а вдруг сломаются, а вдруг что, да, и в особенности, когда они на трассе все это происходит, да, то они должны быть обязательно в жилете, чтобы их издалека заметили другие водители. А можно ли сказать, что профессия, служба даже, да, инспектора ГИБДД, это опасно? Ну, да. Бывают разные, да, Да, ситуации? бывают разные ситуации, бывают и опасные ситуации. Это когда вот за рулем пьяный водитель находится, да, или в состоянии наркотического опьянения. Это самые опасные водители, категория водителей, которые, ну, могут совершить все. Вот, да, опасные ситуации бывают. Бывают и погони, бывают и стреляют. Ну, все бывает, всякое бывает. Да, действительно. Это дорога, это скорость, это опасность. К сожалению, у нас такие водители имеются, они есть. Сколько бы ни боролись, сколько бы профилактику не проводили, но они, к сожалению, есть. Ну, насколько я знаю, если водитель в состоянии алкогольного опьянения, да, и это как бы, ну, было зафиксировано сотрудником, то лишение прав. Да, там лишение прав. Там лишение прав, плюс к этому штраф. И если он, ну, это когда первый раз, это административное правонарушение, то есть наказание там тоже административное, да, а когда повторно водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, то это уже уголовная ответственность.
Ну, то есть, если вдруг такая ситуация, да, водитель в состоянии алкогольного опьянения, то водителя, конечно же, машина изымается, да, на штрафстоянку. Да, на штрафстоянку. Сразу же. А водитель куда На отправляется? штрафстоянку, а водителя в отдел полиции. Водитель доставляется в отдел полиции. Бывает Я же- такое, что водитель отказывается делать анализ на месте. От прохождения медосвидетельствования, Да. да, он отказывается. Но это сравнимо тому, что он уже выпивший. Да, скорее всего, логично, это понятно. Но И все же наказание бывает... такое же. Да? Да. А есть право у водителя отказаться на месте и проехать в медицинское учреждение с сотрудниками, например? То есть получается от алкотестера отказаться Да, и да, проехать? бывает ли да? такое? Да, такое тоже бывает. Бывает. Как страшно. Но обычно они отказываются По причине. и никуда не уезжают. То есть они отказываются от алкотестера, значит, они и туда не едут. Обычно так бывает. Я думаю, это правильно. Не нужно им никуда ехать. Да. Двигать машину, да? Да. Также хотелось бы узнать про велосипедистов. То есть у нас отсутствие велодорожек, да? Так это, кажется, Но называется. более-менее сейчас уже они есть. Это вот в центре, на проспекте Ленина, на Ларионова, по объездной дороге они есть. Ну, велосипедисты, скажем так, тоже одна из очень опасных категорий участников дорожного движения. В особенности это дети. Дети, они сейчас уже не выехали. Вот с той недели я их уже вижу. Вот останавливаюсь, разговариваю. Иногда заставляю, чтобы они развернулись и обратно домой пошли, а не поехали. Оставили свой велосипед, потому что по правилам дорожного движения с 14 только разрешается без сопровождения взрослых выезжать на дорогу. А до этого только в сопровождении взрослых или в специально отведенных местах. Это у нас парки, это у нас площади, да? Вот. И плохо то, что вот родители, когда покупают велосипед, они забывают про средства защиты. То есть тот же самый шлем, да, не говоря уже о налокотниках, наколенниках, они тоже очень нужны. Но, как показывает практика, при столкновении с чем-либо велосипедист прежде всего падает вниз головой или ударяется головой. Например, об капот, да, или об еще что-то. И это 100% сотрясение головного мозга. Потом уже идет закрытая черепно-мозговая травма, открытая черепно-мозговая травма, да. И после этого только ушибы, переломы и ссадины. Поэтому хотелось бы довести до родителей, если вот они покупают, дарят велосипед ребенку, то средства защиты тоже нужно купить. А потом, прежде чем купить, нужно покупать ПДД. Открыть пунктик именно по велосипедистам, как правильно использовать этот транспорт, почитать с ребенком, да, объяснить ребенку, и только после этого нужно дарить ребенку велосипед. Также вот эти вот средства индивидуальной мобильности, да, вот сейчас вот они тоже выедут, в особенности вот здесь вот на 202 микрорайоне их бывает очень много. У них тоже скорость. И довольно-таки у некоторых большая скорость. У нас был случай, когда девочке, ребенку подарили электросамокат. Она выехала и не смогла остановить свой электросамокат. То есть она увидела, что едет машина, да? Не смогла остановить. Водитель заметил, остановился, и эта девочка совершила столкновение сама с настоящей машиной уже и получила травму. Поэтому тоже хотелось бы порекомендовать родителям, чтобы они не покупали пока. Потому что это дети. В силу того, что они физически, физиологически, психологически и психически не готовы к вождению транспорта. Они просто не смогут справиться с теми ситуациями, которые иногда происходят на дороге. Да, конечно. А значит, это травмы, а иногда и могут быть трагический результат. Ну вот велосипедисты, да,
Они, значит, когда на тротуарах, ругаются пешеходы. Когда велосипедисты на дороге, ругаются водители, да. Вот где бедным велосипедистам ездить? Ну, вдоль дороги они могут. То есть по Вдоль обочине дороги, держаться да, по стараться, да? обочине держаться, по направлению вместе с транспортом. И никак не навстречу. Так, также, ну, они по тротуарам тоже могут. Но там, да, там нужно быть осторожными, потому что у нас каждое лето бывают случаи, когда они сбивают пешеходов. Ага. Это в основном детей или пожилых людей. Да. Поэтому, уважаемые родители, если вдруг вы подарили своему ребенку велосипед, самокат, да, или иное какое-то транспортное средство, да, электрическое, и ролики, кстати, тоже туда же, да, значит, покупаем сразу и средства защиты, да, специальные шлемы и наколенники, налокотники и прочее. Я бы хотела еще сказать про световозвращающие элементы. Ага. У нас очень многие вот пешеходы, именно вот взрослые пешеходы, на это вообще не обращают внимания. А нужно. И у детей надо позаботиться, чтобы у ребенка они были, эти элементы, да. Вот, например, вот жилет, например. Ага, вот у нас специальная вот форма наша со световозвращающими элементами. Почему? Потому что при ближнем свете фар, если у человека есть этот элемент, то он становится заметен за 150, за 200 метров. При дальнем за 300, за 400 метров. То есть при таком расстоянии любую скорость можно еще остановить. А если таких элементов нету, то человек становится заметен только тогда, когда остается 7 метров, 8 метров, да, а это уже 100% наезд на пешехода. Поэтому в темное время суток, а оно еще действует, когда идет дождь, когда идет снег, да, вот нужно, чтобы вот эти вот светоотражающие элементы были на одеждах у пешеходов. Это опять-таки безопасность, это опять-таки сохранение здоровья и жизни. Испытано на себе. Ну что ж, дорогие телезрители, на этом наша передача подошла к концу. Пользуясь случаем, хочу сказать, чтобы каждый из нас, да, думал о своей безопасности, не пренебрегал специальными защитными приспособлениями, да, в том числе это детей касается, да, и взрослых тоже. Собственно, до новых познавательных встреч!